Практически 2 недели назад более 400 грузовиков скопилось на границе Кыргызстана и Казахстана. Фуры не могли проехать в Казахстан, ожидались очереди по несколько дней. Водители говорили, что казахстанская сторона ужесточила проверку. Через несколько дней на место поехал вице-премьер-министр Эркин Асрандиев и отметил, что в действительности ситуация критическая. Однако после визита обстановка, казалось бы, немного сдвинулась с места. По информации Государственной пограничной службы, на данный момент около 200 фур сейчас ждут своей очереди на проезд в Казахстан. Я вот третьи сутки стою здесь, не пропускают, не знаю почему, очень долго пропускают. Причину не сказали, так, у нас скоропорт, морковь свежая. Как сообщает казахская сторона, госорганы Республики Казахстана выявили более 13 тысяч фактов лжетранзита. Вместо конструктивного диалога со стороны кыргызских партнеров идет якобы намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером внутреннего налогового администрирования в Республике Казахстан. Более того, казахская сторона отмечает, что данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана существенно разнятся. Цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. Такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету Казахстана и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес. Однако, как сообщает наше правительство, Казахстан скрыл объемы товаров из Кыргызстана на $86,5 миллиона. Накануне во время заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности в Джоркенеше министр экономики Санжар Мукамбетов сообщил, что Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЯЭК и бойкота работы Союза. Если на заседании не будет наших представителей, то не будет кворума и, соответственно, решения приняты не будут, считает министр. Если не будут услышаны. Но самый главный вопрос в том, что мы будем делать, если реакции никакой не поступит от комиссии. Если даже мы отзовем наших министров, и еще Республика Казахстан сделала заявление по поводу 13 тысяч лжетранзита. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? У нас есть факты и доказательства. Сейчас, например, они сомневаются, что у нас есть экспорт и реэкспорт с Китаем. И сейчас границы закрыты. И несмотря на это, фуры с трудом пересекают кыргызско-казахскую границу. И еще, если мы отзовем наших министров, то на заседаниях не будет кворума и, соответственно, решения не будут приниматься. Эксперты в сфере экономики поддерживают Санжара Мукамбетова в его заявлении и считают, что министр этими словами защищает кыргызский бизнес. Экономисты полагают, что, скорее всего, все инструменты, где можно было найти консенсус, были исчерпаны, и поэтому наше правительство предлагает самую крайнюю меру влияния на решение комиссии. Однако другой вопрос в том, как это будет реализовано, потому что политическое решение принимает парламент, президент и премьер-министр. В данном контексте министр не сильно влиятелен политически. Он работает именно как чиновник и должен делать экономическую политику. И, возможно, его заявление обнадежило многих бизнесменов, многих инвесторов, граждан. И я думаю, что он, будучи министром, он правильное заявление сделал. Впрочем, вопрос о выходе Кыргызстана из Евразийского экономического союза не раз поднимался из трибун парламента. Нардепы заявляли и утверждали, что если права Кыргызстана в рамках экономического альянса не защищаются, а также нет поддержки во время кризиса и экономически непростого периода от партнеров по союзу, то зачем стране в принципе быть в нем? По мнению экспертов, с экономической точки зрения, Кыргызстан не имеет большого значения в ЕАЭС. И если наша страна выйдет из него, то участникам альянса будет, как говорится, не жарко и не холодно. Однако стоит отметить, что это будет большим ударом для России потерять такого союзника, как Кыргызстан. И тем не менее, по мнению аналитиков, мы должны исходить из такого принципа, что наша республика могла и может жить без союза. И мы должны исходить из этого. Давайте, ребята, если будем играть по правилам и открыто сотрудничать, или давайте как-то по-другому жить тогда. Естественно, вот позиция Кыргызстана, я думаю, что Кыргызстан тоже какие-то ресурсы, все аргументы исчерпал, наверное, и вот она пытается в самом конце применить именно такие кардинальные заявления делать.
Подобные барьеры внутри организации, которая была создана для обеспечения свободного передвижения человеческих ресурсов, капиталов, товаров и услуг, заставляют задуматься о будущем данного союза. И эти сомнения усиливаются, когда возникают такие же недопонимания по вопросам газа и границ между Россией и Белоруссией, которые считаются основными игроками в ЕАЭС. На последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в режиме видеоконференции 19 мая, президент Сооронбай Жээнбеков предложил наделить коллегию ЯЭК правом обращения в суд ЕАЭС по наложению штрафных санкций на государства, члены объединений, если те не устраняют барьеры. Айдын Атбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.